Дорожники Чувашии готовятся отметить свой профессиональный праздник. Он выпадает в этом году на 16 октября. По традиции, накануне принято подводить итоги сезона. Нынешний год для дорожников Чувашии оказался непростым. Банкротство Чувашавтодора, разрушение 2 мостов, огромное количество магистралей, плохо переживших холодную зиму. Но несмотря на все испытания, работники дорожной сферы успели выполнить большую часть намеченных задач. Только в Чебоксарах привели в порядок свыше 72 километров дорог. К примеру, обновили 2 участка на Игорском бульваре и перекресток проспекта Ленина и улицы Николаева. Конечно, ничего этого не было бы без федеральной поддержки. Объемы, какой у нас сегодня объемный дорожный фонд, за последние 5 лет не было таких объемов. Более 4 миллиардов у нас составляет объем дорожного фонда. Работать нужно на перспективу, отметил председатель правительства республики. Иван Моторин призвал подрядчиков активнее осваивать выделенные средства. Сейчас удалось потратить лишь 36% от общей суммы. Однако скорость не должна повлиять на качество работ. На магистрали Чебоксары-Сурская получилось наоборот. Дорогу отремонтировали осенью прошлого года, сдали, и она тут же рассыпалась. И, наверное, когда утверждалась дата праздника дорожников, наверное, все-таки планировалось, что к этому периоду основные дорожные работы, связанные со строительством, модернизацией, ремонтом, они должны быть завершены. В текущем году, конечно, мы этого говорить не можем, так как целый ряд крупных объектов сегодня, которые мы должны с вами были сдать, пока не завершены, но я надеюсь, что до конца года будут приложены максимальные усилия. До конца года планируют сдать развязку по улице Фучика в Чебоксарах, уложить новый асфальт на Алатырском шоссе. В перспективе предстоит капитально отремонтировать 45 мостов. События, допустим, по Павецкому мосту или в прошлом году по Вятке показывают, что в любой момент транспортный поток республики может быть ограничен одним вот узким местом. Поэтому необходимо здесь разрабатывать и проектно-сметную документацию, бороться по включению, опять же, в это направление, которое финансируется за счет федерации. Правда, сейчас в приоритете подготовка к зиме. На уборку снега дорожники готовы выпустить 80 единиц спецтехники. До ноября предстоит завести 350 тонн песчано-соляной смеси. Одним из самых приятных моментов праздника стало вручение наград. Лучшие работники отрасли получили благодарности и почетные грамоты. Павел Храмкин, Андрей Спиридонов, Вести, Чебоксары.